В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. На днях депутаты Государственной Думы во втором чтении проголосовали за освобождение от налога на добавленную стоимость услуг по внутренним авиаперевозкам в регионах Дальнего Востока. О том, как это отразится на доступности авиаперевозок в целом и о проблемах отрасли в самый летный сезон, мы поговорим сегодня с гостем студии. Это руководитель Департамента воздушного транспорта профильного министерства Алексей Борисов. Алексей Борисович, здравствуйте. Добрый день. Наверное, первый вопрос такой немного не по теме, не по НДСу для авиаперевозок. А вот сейчас разгар пожароопасного сезона. Дым мешает ли нашим авиаторам? На данный момент, как мы видим, дыма пока нету. На позапрошлой неделе, как вы помните, задымленность приостановила деятельность аэропорта Якутска в связи с ограниченной метеовидимостью. То есть вносит свои коррективы природа и природные пожары. Хорошо, теперь уже перейдем непосредственно к НДС. Как отразится обнуление налога на добавленную стоимость на авиаперевозки на Дальнем Востоке, в частности в республике? Вот это обнуление НДС является государственной поддержкой для обеспечения транспортной доступности для населения Дальнего Востока. Учитывая особенности дальневосточного региона в авиаперевозках, у нас тарифы являются увеличенными. Это связано с необходимостью досрочного завоза авиатоплива, высоких тарифов на метеообслуживание, аэронавигационное обслуживание и по обслуживанию в аэропортах. Мы считаем, что обнуление НДС позволит сдержать авиатарифы на текущем уровне для населения и несколько обеспечить, сократить расходы у авиакомпаний на повышающую стоимость поставщиков услуг. К примеру, в этом году уже рост топлива составил 23% по сравнению с прошлым годом. По прогнозам, к концу года это будет уже 30% роста тарифов. Я сказал уже, что да, сейчас действительно это очевидная вещь, что сейчас разгар, сезон, люди летают, не только внутри республики летают, и за ее пределы, отпуска и так далее. Есть ли дефицит авиабилетов, и в среднем какая стоимость выходит как на внутрирегиональных рейсах, так и на вылеты в центральную часть страны? Дефицит билетов, он, конечно, есть, но если покупать билеты заблаговременно, хотя бы за неделю, то там вполне приемлемые цены. Естественно, что в летний самый высокий сезон все летят в отпуска и раскупаются. В принципе, у нас воздушные суда, они вылетают с полной загрузкой в направлении. А какие самые популярные направления сегодня? На сегодня популярные направления, это, конечно, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. Внутри региона? Внутри региона, в направлении Якутска со всех районов, потому что там тоже на летний отдых люди вылетают. А как в этом году обстоят дела с субсидированием авиаперевозок? Хватает ли предусмотренных средств и будет ли увеличен объем субсидий в этом году? У нас в республике действуют 4 программы субсидирования. Это 2 наших региональных и 2 федеральных. По нашим программам, у нас внутрирайонные маршруты субсидируются до 70% из бюджета республики. И вторая у нас программа – это субсидирование из 14 арктических районов в город Якутск со скидкой до 50%. В связи с оптимизацией бюджета в текущем году план у нас по выполнению немножко снизился, но мы сейчас представили обращение в правительство республики до доведения планируемых объемов. По федеральным программам это одна программа полетов в европейскую часть страны, и вторая программа – это полеты внутри Дальнего Востока и Сибирского федерального округа по этим программам. Нехватки денег, в принципе, по федеральным программам у наших авиакомпаний нету. Все билеты, которые были запланированы и которые были выделены федеральными органами власти, они используются. Тут вопрос стоит, скорее всего, наверное, об объемах перевозок. В самый пик сезона, если они полно летают, соответственно, билетов уже субсидированных тоже не хватает. Говоря про расширение, тоже задавал вопрос, увеличение объемов, есть ли какие-то планы по расширению, может быть, направлений, которые будут субсидироваться?
По направлениям, если говорить о федеральных программах, то вот этот внутри Дальнего Востока, который и Сибирского федерального округа программа, то она направлена как раз вот на это расширение маршрутной сети. Но там есть несколько критериев. Допустим, один из критериев – это пассажиропоток в год менее 15 тысяч человек в год. Если, допустим, рейс разработается и пассажиры будут летать на нем больше 15 тысяч в год, то, соответственно, этот маршрут из федеральной программы убирается. Решение это принимает коллегиально в Минтрансе России совместно с Федеральным агентством воздушного транспорта. Вот, и ежегодно авиакомпании подают заявки на определенные маршруты и на определенные типы воздушных судов. Вот вопрос такой. На днях появилась информация о том, что билеты по направлению Алекминск-Иркутск поднялись в 4 раза. Какова причина и принимаются ли какие-то меры, чтобы... Да, это вот как раз по причине сравнения в 4 раза. Это, получается, сравнили с субсидируемым билет, который включен в федеральную программу, и сравнили обычный тарифный билет. Связано это, к сожалению, у нас в договоре между федеральным агентством и авиакомпанией. Он типовой, и там отсутствует графа о резервном воздушном судне. То есть, если, допустим, мы заявились на Алекминск на бомбардир Ку-300, то мы должны летать именно на нем. И субсидии предоставляются только при выполнении полетов на этом самолете. Да. Ввиду того, что грунтовая полоса Алекминска подвергается размоканию, как и в прошлом году, так и в этом году, нам пришлось заменить на резервное воздушное судно на Ан-24. Но, к сожалению, субсидии не выделяются на этот период. Те, кто уже приобрел, сумма была, по-моему, 5670 тысяч рублей, они могут воспользоваться этими билетами. Ну, а тем, кто не успел, придется чуть подороже заплатить. Мы сейчас ведем работу по этому направлению, по внесению этого резервного воздушного судна в постановление правительства. Ждем ответа от федеральных властей. Вот говоря про размокает полоса. Вот в Алекминске, вы сказали, в этом году очень сильный паводок был, паводковое явление. Некоторые аэропорты региона, в Зырянке, например, да, они пострадали. Как сейчас они функционируют и все ли восстановили? На время паводка у нас были подтоплены 3 аэропорта. Это Зырянка, Среднеколымск и Черский. Черский более-менее. Зырянка, Среднеколымск, они ушли под воду полностью. На сегодня уже собственными силами ФКП аэропорты Севера, которые принадлежат этой аэропорты, взлетные полосы приведены в готовность к приему воздушных судов, и рейсы выполняются в соответствии с расписанием. Ну это вот, вы говорите, полностью ушли под воду, это только полосы ушли или вот здания? Частично там здания тоже попали. Хорошо. А вот вопрос по поводу перевозчика нашего, вот, фактически, можно сказать, главного, да, авиакомпании «Якутия». В сезон отпусков количество авиарейсов, опять же, да, мы говорим, оно увеличивается, люди хотят в отпуск. И несмотря на заверения, до сих пор авиакомпания не может полностью устранить проблему с задержкой рейсов. Какие-то вот меры в этом направлении принимаются министерством, чтобы урегулировать ситуацию? Да, мы работаем над этим. Я поясню чуть-чуть ситуацию. У нас почему возникли вот эти задержки. На воздушных судах «Сухой Суперджет» из 5 на 3 обнаружили конструктивные дефекты и должны были их оперативно поменять. Однако, ввиду того, что двигатели являются совместным производством Франции и России, и на рынке подменных двигателей для оперативной замены отсутствуют, воздушным судам пришлось, и до сих пор часть из них стоит. Ввиду этого для замены сухих поставили воздушные суда «Боинги». И вот расписание из-за этого чуть-чуть у нас посыпалось. На данный момент мы совместно с компанией уже проредили расписание, убрали там некоторые чартерные рейсы для обеспечения регулярных рейсов. И по имеющейся информации у меня на сегодняшний день мы уже вошли в расписание. А будет как-то расширяться парк воздушных судов авиакомпаний? Ну и вот опять же говоря вот про причину, что двигатели, да, они в совместном производстве Россия и Франция. Будет ли вот это учитываться при закупке, если что, новых самолетов? При закупке новых самолетов мы, конечно, будем всесторонне это смотреть. И это не только двигатели, это уже и
характеристики воздушных судов, возможность их полетов на грунтовые полосы, потому что у нас из 32 аэропортов только у 9 имеются искусственные полосы. И, соответственно, там прочность грунта, какие-нибудь еще характеристики просмотрим. На данном этапе, вот, если говорить про обновление, к 2026 году у нас по сроку службы воздушных судов Ан-24 и вертолеты Ми-8 будут списаны. Вот, в целях этого в краткосрочный период мы предполагаем, что заменить их можно бомбардейку 300, пока отечественный авиапром не предложит нам какую-нибудь замену. Альтернативу, да. Вот, под Ан-24 у нас есть предложение, которое мы также направляли в Минпромторг России. Есть военный самолет Ил-112. Мы предлагаем его перемодернизировать в пассажирский вариант. Ну, этот вопрос... Насколько это возможно вообще? Пока информация противоречивая. Говорят, что надо заново разрабатывать проект самолета, ну, как бы уже новый будет. И предлагают нам посмотреть модернизированный уже Л-610. Он, говорят, что на 40 мест. Ну, мы его тоже посмотрим в перспективе. Ну, вот мы поговорили про обновление, грубо говоря, авиапарка, да, но при этом есть же места, которые принимают самолетов, это непосредственно сами аэродромы, аэропорты. Как обстоят дела с реконструкцией? Все ли выполняется по плану? Ну, по текущему, значит, в этом году мы приступили к реконструкции третьей очереди аэропорта Якутска. Будет он проводиться в течение 3 лет, поэтапно, без прекращения полетов в аэропорту. По остальным аэропортам в этом году мы также должны закончить реконструкцию в аэропорту в Тиксе. Это в гражданской части, потому что полоса, она принадлежит Министерству обороны. Потом у нас завершается реконструкция в аэропорту Саккырыр и в Среднеколымске. Вот, в прошлом году мы закончили Чукурдах с реконструкцией полосы. Алексей Борисович, спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Удачи в вашей работе. Я напомню, что это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.